Если возникают проблемы с феминизмом, ислам решает их. Если возникла проблема с женой, которая ни во что вас не ставит, ислам решит и это. Ислам решает множество проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются люди. Проблемы, которые мы обсуждаем в этом шоу, ислам решит каждую. Это первое, что касается ислама. Хотя я не мусульманин, но если бы мне пришлось выбрать религию, я бы сделал это. Я живу в православной христианской стране, хожу в православную христианскую церковь. Я жертвую церкви $20 000 в месяц. Церковь в Румынии очень влиятельна. Мне нравятся мои друзья из церкви, поэтому я жертвую им немало денег. В общем, я бы сказал, что я ортодоксальный христианин, но если бы мне пришлось сделать ставку на одну религию, как если бы я сделал ставку на фондовом рынке в будущее, то это определенно была бы ставка на ислам. Потому что мусульмане нетолерантны. И я не говорю это с каким-то неуважением. Нет, нет. Так как если ты ко всему толерантен, значит, ты ничего не стоишь, за тобой нет ничего. Факт. Христиане сейчас настолько толерантны. Сходите в церковь, девушки развлекаются с мужчинами в субботу вечером. Затем идут в церковь в воскресенье утром, потом снова развлекаются в воскресенье вечером, и это для них сущий пустяк. У вас есть пасторы геи, хотя я сам не против геев, но если в Писании сказано, что нельзя, то что за бред? Во что вы вообще верите? Если вы ко всему толерантны, вы ничего не стоите, ничего не придерживаетесь. Я могу гулять по Лондону в футболке с надписью «Иисус гей», и со мной ничего не случится. Если бы я сделал то же самое с исламским пророком, я не дошел бы и до конца улицы. Вот так глубоко они верят и так они уважают. А я уважаю людей, которые отстаивают то, во что верят. Дело не в том, что я верю в то же, что и они. Я уважаю их, потому что они верят и будут защищать эту веру. Мусульмане единственные люди, которые будут защищать свою религию, они будут защищать свои убеждения, они отказываются подвергаться насмешкам, они отказываются подвергаться оскорблениям. И я уважаю это в них. Я уважаю это, что в них меня потрясает. Третий момент. Я путешествовал по всему миру. Некоторые из лучших стран сегодня – мусульманские страны первого мира. Да. Вы можете поехать в Катар, можете заткнуть с миллионами долларов посреди улицы. С вами ничего не случится. Вы можете поехать в Саудовскую Аравию, ничего не произойдет. Вы можете поехать в Дубай, ОАЭ, с тобой ничего не случится. Они оставляют свои машины на стоянке с ключами внутри. Там настолько безопасно. Женщины все замужем. Они уважают своих мужей. Муж не глава семейства. У каждой женщины 4, 5, 6 детей. Большие семьи. Все то, о чем мы говорим, все проблемы, которые имеем мы, у них нет ничего из этого. Ничего подобного, все благодаря исламу. Ислам поддерживает общество, в котором женщины подчиняются своим мужьям, и наоборот. Воспитывают детей, имеют большие семьи, и при этом они исключительно счастливы в этом. И прежде чем, как какая-нибудь западная девчонка откроет рот и начнет возражать, исламские женщины счастливее, чем любая, которую ты сегодня вечером увидишь в клубе. Они очень счастливы. Общество функционирует, их население растет. В большинстве же западных стран население сокращается. Схема, где в семье один ребенок, не работает. Двум людям нужно иметь 3 детей в среднем, так как люди вымирают, преждевременная смертность и все в этом духе. Поэтому у нас проблемы с населением на Западе, а у них этих проблем нет. Общество функционирует, а это именно то, что составляет общество. Общество начинается с маленькой группы, и это семьи. Семьи, в свою очередь, образуют улицу. Эта улица образует поселок. Поселок образует город. Город – страну. Следовательно, если общество разрушить на фундаментальном уровне, то есть разрушить ячейку семьи, она разрушит целиком и полностью. Так вот, это именно то, что происходит на Западе. В исламских странах первого мира нет ни одной подобной проблемы. Так что, если вы собираетесь говорить о системе убеждений, которая устраняет проблемы, вам нужно обратиться к исламу. Он может исправить все. Все. Я не мусульманин, но половина семьи у меня христиане, половина мусульмане.
Извините, что придется сказать такое, но христианская половина – все разведены, мусульманская половина – все женаты, с детьми и счастливы. Жены действительно слушаются своих мужей, дети осознают роли в семье, и в целиком они реально счастливы. Ты прав на все 100%. Так что да, я уважаю их, даже если и не идентифицирую себя как мусульманин. Я абсолютно уважаю идеологию, уважаю менталитет, уважаю его воинственный аспект. Я уважаю их. Они не играются, не дадут оскорблять свою религию. В то же время можно целыми днями оскорблять церковь. Можно смеяться на Netflix, есть шоу про Иисуса Гея. И это же шутки, так смешно. Что с этим делают христиане? Ничего. Христианство – мертвая религия. Если вы христианин, а я говорю это будучи сам христианином, христианство – это мертвая религия, которая ограничивается учебниками по истории. Она вымирает. Ваш собственный папа. Папа поднимается на трибуну и говорит об ЛГБТ. Это безумие. Все, конечно. За вами нет ничего. Вы ни во что не верите. У вас нет границ. По вам проходятся, над вами издеваются. Вы разводитесь. Ваша жена христианка. После того, как 20 лет приходила в церковь, изменяет вам садовников за вашей спиной. Это полное посмешище. Быть христианином сегодня – это не что иное, как рекламирование. Вы неудачники, это проигрышная религия, потому что вы проиграли исламу. Ислам – вот религия будущего. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал.